Добрый вечер! Вас приветствует башкирская марка. Эта программа новая, и те, кто видел уже наш первый выпуск, имеют некоторые представления о ней. У каждой вещи есть своя маркировка. Маркирует что-то особенное, достойное, лучшее. Так вот и творчество людей, создающих нашу культуру и искусство, тоже имеет свою особенность, присущую только нашим. Речь идет о так называемой башкирской школе, будь то живописи, танца, музыки и так далее. Это и есть наша башкирская марка. Как рождается цивилизация? И сколько времени на это требуется? В 21 веке вряд ли кому придет в голову мысль отследить данный процесс. Тем более самому принять участие, так сказать, в создании цивилизации. Это просто невозможно, казалось бы. И все же кое-кому из наших современников это удалось. Итак, «Цивилизация» от Ольги Самосюк. Ольга Самосюк, член Союза художников России, участник многочисленных выставок в стране и за рубежом, лауреат престижных международных биеннале в Санкт-Николасе, Бельгия, острове Великопольском, Польша и других. В 1999 году башкирский график в рейтинге женщин-художников России заняла первое место в акварели и была отмечена специальным призом Российской академии художеств и журнала «Мир музеев». И все же автор предпочитает творить в графике, в ее различных печатных техниках, в том числе в редкой цветной гравюре. Я с детства мечтала быть либо архитектором, либо летчиком. У меня ни то ни сё не получилось, но характер энергически остался, видимо, мужской. И вот, в принципе, в своих работах я реализую детскую мечту как раз на тему археологии, истории. Итак, что представляет собой цивилизация Ольги Самосюк? Это 20 крупноформатных цветных афортов с различными историями из глубины веков, мифологии Древней Греции и сказки Востока, религиозные верования друидов и кельтские предания, нашествие викингов, арабские войны, великие завоевания, деяния святых. Когда зритель подходит, например, к листу финикия, он в первую очередь видит и корабль, да, парус, и таран на корабле, а тем самым понимает, что и парус, и таран вспоминает, может быть, где-то слышал. А если не слышал, то Ольге это понятно из листа. Это завоевание финикийцев. И парус, и таран. Или, скажем, арабский мир, у нее там очень много воинов. И сразу вспоминаешь арабские войны, приведшие потом к созданию арабского халифата. То есть ничего, просто так в лист ничего не берется. Она отбирала очень качественные какие-то самые интересные моменты, самые лучшие достижения той или иной цивилизации. И это можно прочесть в листе. Вот соль этой серии не в том, что это иллюстрация истории. Это не иллюстрация истории, нет. Это переосмысленная история. Да, здесь есть что-то от фактов исторических, но подано это в той художественной форме, которую придала этому Ольга. Ведь, допустим, викинги могли выглядеть и не так. Но факт, что корабль этот выглядел именно так, потому что Ольга где-то о нем прочитала, или, скажем, Вавилонскую башню никто не знает, как она выглядела, но остались самосштабные сопоставления. И Ольга высчитала по оставленным вот этим вот цифрам, как должна она выглядеть.
Я так думаю, что это представление Ольги о реальном мире, переданное в художественной форме. Уровень, конечно же, любительский, естественно, и не претендую ни в коем случае на такую всеобъемлющую, что ли, оценку той или иной эпохи. Поэтому это чисто субъективный взгляд на какие-то аспекты той или иной цивилизации, которые мне лично были интересны. То есть, и, конечно же, я выбирала только то, что мне и интересно, импонирует, и что бы мне, может быть, хотелось, чтобы было в нашей жизни. Цивилизованный мир Ольги Самосюк не ограничивается графическими листами. Это лишь часть проекта, в который вошли также произведения автора последних лет: «Триптих Русь», серия афортов майя, языческие боги славян, ирландские сказки, мифы острова Крит, камни пирамид. Экспозицию, вот без этой пирамиды, вот уже сейчас трудно представить вот эту экспозицию этого зала. То есть она как бы собирает, во-первых, древняя форма, одна из самых древнейших, да, и потом она как была и в Египте, и в Шумере, и в Месоамерике, и в Крыму у нас находят, и подземные, и подводные. То есть это один из древнейших типов, без всяких перекрытий какая-то форма строилась. То есть поэтому как бы я подумала, что аналогически была бы с этой выставкой. Но я с удовольствием это делаю, я сейчас еще делаю, мне понравилось. Хотела попасть на остров Великобритании, ныне называется, в Ирландию. То есть вот друиды как-то мне так близки очень. По внутреннему, да. То есть у меня такое подозрение, когда-то я там в прошлой жизни точно где-то там проявился. Ничто не исчезает бесследно. Всякий человеческий опыт ложится в багаж, наследуемый потомками. Так объясняет автор свой интерес к исторической теме. Мне, в свою очередь, хочется упомянуть о багаже самой Ольги. Выставки – еще одна составляющая творческого багажа художника. Более полусотни различных выставок от республиканских до международных. Биеннале графики в Белграде, Югославия, Варне, Болгария, Анкаре, Турция, Маастрихте, Голландия. Участие в международных конгрессах экслибриса в Милане, Хрудиме, Баи, Франция. Причем работы Ольги Самосюк на некоторых выставочных площадках побывали не раз. Дважды на выставке графики малых форм «Вилла Европа» в Швеции, выставке миниатюры в Торонто, Канада 4 раза, столько же в Санкт-Николасе, Бельгия. Главное – участие. Это девиз не в духе нашей героини. В багаже башкирского художника призы международных выставок «Марина 96, Украина», в острове Великопольском, Польша, Санкт-Николасе, Бельгия. Мне кажется, что если человек делает с удовольствием, и он это умеет, ему это легко, независимо от того, как это выглядит, трудоемко, не трудоемко. То есть мне это было легко, потому что мне это было интересно, вот и все. Я понимаю, что человек, который это вообще не умеет, он не сможет за такие сроки сделать. Но если учесть, что с 80-го я только этим занимаюсь, наверное, какие-то вещи я делаю уже автоматически, например, там, отполировать доску, снять фасеты, да, покрыть лаком. То есть это уже как бы в это время обдумываешь там чисто какие-то композиционные вещи, идейные, а то, что делаешь, даже этого не замечаешь. А теперь о судьбе цивилизации. Я не случайно затронула будущее данного художественного проекта, потому что в Москве в мае месяце состоится выставка башкирского художника-графика Ольги Самосюк. Экспозиция будет проходить в Доме национальностей на Басманной, в одном из престижных залов столицы. Кстати, в продолжении темы. В последние годы выставочный вопрос, если возможно это так назвать, стоит весьма остро. Растет число художников, жанров и направлений тоже хватает. Вот и ощущается нехватка выставочных площадей. Музей современного искусства. О нем мечтают многие художники. Я знаю только один музей современного искусства в Москве, который находится в Церетели, построил. Там наши картинки есть, а в Уфе такого что-то я не знаю, честно говоря. Но должен быть, с моей точки зрения, у нас Союз художников один из сильнейших в России. После Москвы, Питера, потом третий идет наш Союз художников. И, конечно, достойный зал, причем не зал, а центр должен быть, потому что что такое вообще художественная жизнь, именно изобразительная? Это, во-первых, мало того, что выставки, это обменные выставки.
Нельзя вариться в своей кастрюльке и говорить, какие мы исключительные. Пусть это скажут те, кто к нам приедут, посмотрят. Да, действительно, вы исключительные. Все в сравнении познается, это не я придумала. То есть если будет возможность выставлять там, я не знаю, египетскую, каирскую, пекинскую какую-то культуру, да, вот современные или исторические, не имеет значения. Вплоть до того, что, например, литые вазы Китая или греческую там, ну нет таких возможностей. То есть мы, получается, заложники того, что сами же башкирские художники и покажут. То есть свежих каких-то поступлений, идей новых со стороны мы не имеем возможности видеть. То есть вот ладно, я там каталоги получаю за границей, я хотя бы смотрю общие тенденции, какие есть. Они не всегда радуют, но эти тенденции есть, их можно проследить как бы и понять, попытаться хотя бы. А если их не видишь, первое впечатление, я к ним не готов, шоковое, честно говоря. То есть, конечно, нужен такой центр. Вот триеннале печатной графики будет уже 4-й раз, это в тот раз была международная, 123 страны, да? То есть, ну, конечно, наш зал, мы его любим, он у нас один, но он уже как бы не тянет по площадям, по интерьеру. Все-таки 2004 год уже на дворе, как бы. Хотелось бы, конечно. По разнообразию и профессиональным качествам это очень сильный союз, на самом деле. Мне ни разу не было стыдно в Москве, что я из Уфы. Все говорят, ах, Уфа, у вас там такие замечательные художники. Каждую весну на целую неделю Уфа становится местом паломничества молодых модельеров, дизайнеров и производителей одежды, которые съезжаются в столицу Башкортостана на яркий праздник. Этой весной праздников стало больше. Вместо фестиваля молодежной моды, который традиционно проходил в эту пору, Уфа получила 2 модных показа. Это «Неделя стиля и моды» и молодежный форум «Евро-Уфа-Азия». В первую весеннюю эстафету модного сезона вступила неделя стиля и моды. Ее организаторами выступили Республиканский центр моды и модельное агентство «Премьера». Проведен очень большой объем работы, который начинался уже с декабря месяца. Работали напрямую с институтами, с колледжами, с лицеями. Как уже успели заметить, не только вот с местными, но и с другими городами велись переговоры. Мы смогли привлечь и художников-модельеров, и стилистов, имиджмейкеров, и парикмахеров, и визажистов, и всех людей, кто имеет отношение к красоте, к стилю и к моде. В конкурсной программе приняли участие более 70 участников из различных городов и районов Башкортостана и России – Казани, Йошкар-Олы, Кирова, Ижевска, Екатеринбурга, Оренбурга. Поражало и количество представленных на неделе коллекций – 90. Кроме конкурсных показов коллекции, в различных номинациях проходили шоу-показы «Handmade» и стильных причесок от известных московских стилистов Сергея Корешкова и Елены Лонской. Мастер-классы по боди-арту, омолаживанию, использованию аксессуаров, росписи ткани. В рамках недели моды и стиля прошла конференция «Мода на стыке тысячелетий».
Мне кажется, сейчас в Башкирии мода вообще развивается очень сильно. И те коллекции, которые мы видели, это были очень сильные коллекции, очень интересные коллекции. Работа жюри была чрезвычайно сложной. Я жюри не только на вашем конкурсе, не только на вашем фестивале. Мне приходится жюрить и конкурсы и в Екатеринбурге, и в Казани, и даже в Москве. Но, тем не менее, те коллекции, тот набор коллекций, который я видела, это очень сильные коллекции. Может быть, исключение немножко составил дебют, где люди пытались, только пробовали себя. Но все остальные коллекции, и особенно сильными, что поразило и порадовало, это коллекции среднетехнических специальных заведений. Вот это было удивительно. Это здорово. And then just hurt till I can get my satisfaction. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. Задача любого конкурса молодых дизайнеров – открытие имен, поддержка талантливых модельеров и содействие их продвижению в мир большой моды. Кроме того, это прекрасная возможность продемонстрировать свои силы и завязать полезные знакомства. Ко мне обратились организаторы фестиваля с предложением провести, стать информационным партнером данной выставки. Мы долго решали, какой бы журнал предложить им как информационного партнера, и решили, что пока оптимальным будет журнал «Стильные прически». Другой наш журнал, который выпускает наша издательская группа. Почему мы это сделали? Потому что журнал «Стильные прически» он массовый, у него достаточно большой тираж, и мы могли привести 2 современных шоу сюда и их здесь показать. Мы посмотрели на уровень коллекции, достаточно серьезно все. Как мне сказала Ирина Феичкина, преподаватель также и нашего учебного центра при нашем издательском доме, что коллекции выросли, я сам это заметил. И, возможно, в следующем мы выступим с организаторами уже на уровне журналов International Textiles, ателье, индустрии моды.
этот раз мы отошли несколько от традиций и провели неделю стиля и моды. То есть в течение многих дней на этой неделе мы показываем и конкурс стилистов-имиджмейкеров, и конкурс художников-модельеров, и мастер-классы. И если мы впервые проводим конкурс имиджмейкеров, то в следующий год мы проведем его еще лучше и более таким большим, богатым и как бы более смотрибельным, скажем, разнообразным. Вот. Но когда-то же надо начинать. Поэтому мы хотим развивать нашу неделю, мы хотим привносить в нее что-то новое, разнообразное. Я думаю, что мы не проиграли, когда отошли от конкурса только художников-модельеров. Молодежный форум Евро-Уфа-Азия – еще одно яркое событие модного сезона в столице Башкортостана. Режиссер, московский модельер, дизайнер Борис Колпаков. Молодежный форум – далеко не первая его работа. Режиссура Колпакова обеспечивала успех показам 7-го Башкирского фестиваля моды, 3-го фестиваля молодежной моды и форума моды Евро-Уфа-Азия-2003. И на этот раз мастер удивил уфимцев. Сцена ГДК юбилейной примерила новый наряд от Колпакова. Конкурс превращается в большое событие в жизни каждого из участников, сулит новые знакомства и незабываемые впечатления. Несомненно, яркой для многих будет встреча с одной из ведущих личностей российского фэшн-бизнеса, художником-модельером Татьяной Романюк. Русский шик. Торговая марка, под которой работает мастер, с успехом демонстрировала свои коллекции во Франции, Италии, Японии, Германии. Татьяна Романюк, пожалуй, единственный художник-модельер в России, который постоянно работает с ручным кружевом. На сегодняшний день в стране существует несколько основных конкурсных площадок, каждая из которых имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Это конкурсы журнала «Ателье», благотворительного фонда «Русский силуэт», «Экзерсис» под патронажем Вячеслава Зайцева, «Адмиралтейская игла», «Шаг в будущее». Заявят ли о себе уфимские показы когда-нибудь примерно на том же уровне?
Все зависит от самих конкурсантов, молодых художников-модельеров, дизайнеров, их желаний, таланта, успехов и побед. И нашего с вами вкуса и стремления к красоте.